Сколько еще предстоит жить в разлуке с семьями? Этот вопрос медики стараются себе не задавать, потому что ответа пока нет. Они просто терпеливо ждут, когда ситуация позволит вернуться домой. Сейчас их дом-больница. Ни много ни мало. С начала пандемии прошел год. За этот период в Абхазии выявлено больше 13 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 96% выздоровели. Зафиксировано более 210 летальных исходов течения болезни. Круглосуточно оказывали помощь больным по республике 180 абхазских врачей. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба предложил оказать им социальную поддержку в знак благодарности за их труд. Речь идет о предоставлении отдельным категориям работников государственных лечебно-профилактических учреждений возможности прохождения санаторно-курортного лечения в здравницах России или предоставлении путевок в курортные объекты Абхазии. Прежде всего, еще раз, и со своей стороны, я так полагаю, что выражу позицию и всех членов правительства, и, наверное, и граждан наших, поблагодарить наших медицинских работников за тот самоотверженный труд, который они выполняют в таких нелегких, непростых и, откровенно говоря, абсолютно не свойственных, неподготовленных, как и для всех других медработников в мире, условиях. Вот мы этих людей должны опекать со всех сторон. Они спасали жизнь наших граждан. Вот. И сегодня, естественно, мы должны обязательно дать им возможность отдохнуть, дать им возможность пройти реабилитацию. Медицинские работники, работающие в красной зоне, смогут бесплатно пройти реабилитацию за счет фонда соцстрахования и охраны труда. Это касается врачей, медицинских сестер и фельдшеров. Процедура сбора необходимых документов будет максимально упрощена. Мы, как фонд социального страхования и охраны труда, будем осуществлять эту программу, полностью поддерживаем ее, считаем, что она полностью соответствует справедливой социальной политике нашего государства. Организовать для медперсонала полноценный отдых и лечение и таким образом проявить всеобщую благодарность и заботу, говорит руководитель фонда соцстрахования и охраны труда Бакур Бебия. Это не только даст возможность поправить здоровье тем, кто сегодня ведет самоотверженную борьбу, но и поддержит наши санаторные учреждения. Мы будем осуществлять, в свою очередь, все договора, которые будут проводиться с санаториями, на то, чтобы проверить, насколько будет грамотно расположено их лечение и, а самое главное, комфортные условия для естественного там нахождения. Однако в Абхазии не так много санаториев, которые отвечают необходимым требованиям реабилитации. Отбор будет тщательный. Если в стране не найдутся подходящие здравницы, медиков будут отправлять в санатории и лечебницы Северного Кавказа. Мы заключим договора с любым санаторием, вопросов в этом нет. Дело в том, что если у них те услуги, которые непосредственно связаны с санаторным курортным лечением и оздоровлением именно, но если у них такие они услуги предоставляют, конечно, мы можем и на местные, значит, и на любой санаторий Северного Кавказа. Пребывание в санатории позволит медикам эффективно провести этап реабилитации после длительной нагрузки в ковид-госпиталях. Разработка и реализация соответствующей программы помогут нашим медицинским работникам быстро восстановить здоровье и вернуться в строй. На данный момент идет сбор данных. Далее будут изучать и составлять списки. Только после этого можно будет воспользоваться правом медицинской реабилитации в здравницах. Сима Аргун и Нала Гухава, Абхазское телевидение.